Я отношусь к категории тех людей, депортированных корейцев, которые оказались на территории Узбекистана и Казахстана. В 1973 году я приехала из Узбекистана сюда, в Казахстан. И в настоящее время проживаю здесь. И теперь Казахстан, так же, как и для многих переселенцев в 30-х годах, Казахстан стал моей второй родиной. В настоящее время прошло уже почти 80 с лишним лет, когда произошли те трагические события, которые коснулись народов многих бывших стран СССР, да, народов СССР, но и в том числе корейцев, которых перевозили с Дальнего Востока. Надо сказать, что это были нелегкий переезд с одного места в другое, который длился почти с 30 до 45 дней. И первые места эшелоны останавливались в пустынных местах, и первую зимовку многие корейцы, которые были оставлены на территории Казахстана, они проводили в землянках. Жизнь, конечно, была очень сложной, трудной, но я, как отметила, благодаря именно казахскому народу, их дружелюбию, народу, корейцам удалось выжить в этой жизни. Кроме того, корейцы имели определенные ограничения в первое время. То есть они не могли передвигаться по территории Средней Азии. Они были лишены документов сразу, когда их уже перевозили в вагонах. Ясно дело, что это был очень сложный, трудный переход. И в то же время люди прошли очень тяжелые испытания жизнью. То есть это были потери, горе, которые пришлось пройти корейцам. Но историю невозможно повернуть сегодня вспять, и молодому поколению, современному молодому поколению сегодня это очень трудно представить, те тяготы, которые прошли. Мы можем видеть их только по фильмам, документальным фильмам, историям, которые рассказывают, и историческим данным, которые описываются в литературе. Но мое поколение, оно прошло через эти трудности, и я знаю, что такое быть ребенком депортированного человека. То есть, несмотря на то, что мы были совсем другой национальности, мы жили одной большой семьей с другими нациями, потому что нас очень дружелюбно принимали, и горе, так сказать, людей объединяло. Они делились последним куском хлебом, кровом, и чем могли, помогали. Таким образом, корейцам удалось встать на ноги и прийти вот именно к современной жизни. Культурная жизнь многих корейцев в то же время была тоже ограничена. То есть корейцы жили локально в различных населенных пунктах страны, то есть там, где им отводилось место. И поэтому, создавая свои культурные объединения, народ не терял свою культуру, традиции и обычаи. И таким образом оно передавало из поколения в поколение, несмотря на все трудности и сложности жизни. И надо отметить, когда в 1953 году был отменен, и корейцы могли передвигаться, дали такую возможность, то тогда, конечно, корейцы могли спокойно жить там, где они хотели, могли трудиться. И надо отдать должное, что вклад корейцев в развитие любого государства, в том числе и Казахстана, тоже значительно велик.